Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Новые подробности трагедии в Донецке. Эксперты об обстреле троллейбусной остановки. В Вашингтоне прошел многотысячный марш за жизнь. В Конгрессе пытаются запретить государственное финансирование абортов. Жизнь териберки Звягинцев приукрасил. Бывший глава администрации о том, как обстоят дела в селе. Начнем, как обычно, с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Эхо вчерашнего взрыва в Донецке звучит и сегодня. ООН требует расследования и привлечения к ответственности виновников, цитата, «гнусного акта». Уточненные данные: в результате взрывов на остановке около троллейбуса и в его салоне погибли 8 и ранены 13 человек. Представители так называемой ДНР обвинили во всем украинских военных и диверсионную группу, проникшую, по их данным, в Донецк, а власти Украины – боевиков. В отчете ОБСЕ приводятся размеры воронок. Один кратер 5 сантиметров глубиной и 1,5 метра в диаметре, второй 15 сантиметров глубиной и почти 2 метра в диаметре. Какое оружие может оставлять такие воронки и с какого расстояния мог вестись обстрел? Мы спросили военного эксперта из Москвы Александра Гольца. Скорее всего, такие воронки оставляют либо миномет, либо безоткатное орудие. Теоретически дальность миномета около 9 километров. Но поскольку мы имеем дело с условиями города, где, конечно же, так мина не летит, чтобы не 9 километров она не может лететь, чтобы не врезаться в какое-то здание. Поэтому я думаю, реально этот выстрел осуществлялся лучше максимум километров в 2-3 от места, где произошла трагедия. И мы также связались с Советом национальной безопасности и обороны Украины. Аналитика Владимира Полевого спросили, на каком минимальном расстоянии от места происшествия находились вчера украинские военные. По данным ОБСЕ, отмечу, обстрел велся с северо-западного направления. Поскольку до ближайшей точки, где находятся украинские военные, более 15 километров, а это исключает применение минометов со стороны вооруженных сил Украины, то тут же появилась версия о том, что в городе Донецке действуют мобильные диверсионные группы, которые осуществляют обстрел города с транспортных средств. Давайте представим себе город, который переполнен российскими военными и наемниками. Действительно, они там сосредоточено огромное количество сил, по которому беспрепятственно курсируют украинские военные, осуществляют обстрелы с колес. Это абсолютно нереально. Российских солдат-срочников все чаще заставляют становиться контрактниками, сообщают в Комитете солдатских матерей Санкт-Петербурга. Речь идет о том, что по простой повестке призывники должны служить год, а по контракту минимум 2. Екатерина Кочкина подробнее. Общественная организация «Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга» подала обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить информацию о том, что солдат-срочников различными способами принуждают подписывать контракты. Представители комитета утверждают, что к ним приходят родители призывников, которые говорят, что сыновей заставляют перейти на контрактную службу. В настоящий момент, в декабре прошлого года, мы зафиксировали 5 обращений к нам личных от граждан, которые не анонимны, те, которые к нам поступали. Как личные люди приходили, так и по электронной почте. Среди других обращений фиксируют коллеги из регионов наши. Это, опять же, география достаточно обширная. Это Мурманская область, Московская область, Гулина. Между тем, Первый канал сообщает о том, что все больше призывников сами предпочитают срочной службе контрактную. Материал федерального канала вышел в середине декабря, как раз тогда, когда в Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга начали поступать первые обращения от родителей солдат. Если человек готов 2 года посвятить армии в дальнейшем, то, безусловно, он может подписать контракт, для него это выгодно. Если он не готов, то он, конечно, в дальнейшем будет фактически обязан это время еще проводить в армии и нести службу. Но при этом, насколько такой солдат, который не хочет служить, нужен
я не очень представляю. Военные эксперты утверждают, что подобная практика рекрутирования в России существует уже давно, так как добровольцев не хватает. Но сейчас солдаты и их родственники опасаются, что подписавших контракт могут отправить воевать. С неконтрактниками обращаться можно гораздо более... у них прав больших нет. За призывниками родители следят, комитет солдатских матерей, а контрактник, он вроде ничей, доброволец, сам согласился. Ехал на Украину, куда он потом, что с ним там случилось, никто ничего не знает. А за призывника отвечать нужно, его призвали из определенного региона, призывная комиссия. Впрочем, в комитете солдатских матерей пока не нашли подтверждения тому, что свежеиспеченных контрактников отправляют на восток Украины. Представителям Минобороны России, уполномоченным комментировать сложившуюся ситуацию, связаться сегодня не удалось. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». В России вскоре могут появиться нежелательные иностранные организации. Законопроект с таким названием Госдума приняла на этой неделе в первом чтении. За проголосовали почти единогласно. Согласно документу, россиянам под угрозой тюрьмы могут запретить сотрудничать с нежелательными организациями, угрожающими, цитата, оборона или госспособности, безопасности государства, общественному порядку и здоровью населения. Мой коллега Александр Касаткин взял интервью у члена правления Международного общества «Мемориал» Александра Черкасова. Вам уже известно, чем грозит организации признание ее нежелательной? Вообще-то мы уже признаны иностранными агентами, и это касается организаций внутри страны. А нежелательные организации – это, стало быть, те извне организации, с которыми кто-то из России вдруг решит сотрудничать. Это попытка создать новый железный занавес. Без каких-либо четких критериев, без судебной процедуры, без состязательности можно записать в нежелательные любую организацию. Безумие. Но, замечу, в этом безумии есть система. Последовательно на протяжении 15 лет у нас смещаются правовые понятия. Вначале у нас были приняты антитеррористические законы, в которые были внесены многие составы преступлений, которые по уму можно было бы назвать экстремистскими. Потом антиэкстремистское законодательство, где преступлениями были названы действия, которые, опять-таки, по уму могли бы быть и в репертуаре оппозиционных политических партий. Наконец, казалось, это конец. Закон об иностранных агентах, где ввели определение политической деятельности, в которую была включена деятельность не политическая, общественная, не связанная с выборами или с политическими партиями. После этого вроде бы запретить можно уже все. Но это запретить все внутри. А давайте-ка запретим и с другой стороны. Создадим список тех, с кем нельзя сотрудничать уже произвольному лицу в России, не включенному ни в какие реестры. Также произвольно создается такой реестр организаций, за сотрудничество с которыми может для гражданина наступить срок до 8 лет лишения свободы. Извините, это уже пункт сталинской 58-й статьи. Так что, как говорил герой Шекспира, это безумие, но в этом безумии есть система. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Коллеги о правах и возможностях независимых российских журналистов. Наташа. Да, Сергей. Комитет защиты журналистов осудил приговор, вынесенный российскому журналисту Сергею Резнику, и призвал судебные власти к его пересмотру. 22 января ростовский журналист Резник был приговорен к 3-летнему тюремному заключению по обвинению в нанесении оскорблений и введении властей в заблуждение. Кроме того, Резнику запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 2 лет. Адвокаты журналиста намерены обжаловать приговор. Конгрессвумен Ильяна Рослетинен призывает к расширению санкций против России, на этот раз в связи с нарушением прав человека в стране. Санкции, которые мы приняли на законодательном уровне в отношении России за ее действия против Крыма и против Украины, действуют. К сожалению, мы игнорируем многочисленные нарушения прав человека, которые имеют место в России. Важно сохранить санкции, но мы должны вводить и новые санкции, которые имеют отношение к нарушениям прав человека. Именно поэтому мы приняли 2 года назад закон Сергея Магнитского, целью которого было перечислить всех нарушителей прав человека и убедиться в том, что они не получат право на въезд в США или доступ к нашей экономической системе.
Но до настоящего времени администрация США не расширила список закона Магнитского именами нарушителей прав человека в России. Мы продолжаем требовать, чтобы администрация расширила список, поскольку в России оказывается давление на прессу, людей лишают прав. Как мы видим, цены на нефть снижаются, а с ними снижаются и доходы российского ужасного режима. Поэтому режим все больше притесняет людей. По мере того, как ухудшается экономическая ситуация, увеличивается число нарушений прав человека. Мы должны назвать нарушителей прав человека в России. И к международным новостям. Президент Обама выразил соболезнования в связи с кончиной короля Саудовской Аравии Абдаллы, высоко оценив его приверженность тесному сотрудничеству с США. Госсекретарь Джон Керри заметил, что Америка потеряла друга, а Ближний Восток – почитаемого лидера. 90-летний король Абдалла ушел из жизни в ночь на пятницу. Трон унаследовал его брат Салман. Вице-президент США Джозеф Байден возглавит делегацию, которая в ближайшие дни отправится в Саудовскую Аравию, чтобы отдать дань уважения скончавшемуся монарху и установить связи с новым главой государства. Между тем, в соседнем Саудовской Аравии Йемене вакуум власти. После захвата столицы боевиками шиитского движения Ансар Аллах вслед за членами правительства в отставку подал президент Абдрабу Мансур Хади. США приняли решение об эвакуации части персонала своего посольства в Сане в связи с обострением обстановки. Госдепартамент призывает стороны избегать насилия. Барак Обама дал весьма необычное интервью и попозировал для селфи. Это была беседа со звездами популярного видеопортала YouTube Хэнком Грином, его однофамилицей Глазеллой Грин и Беттани Мота. Беседа транслировалась в прямом эфире по каналам агентства Рейтер, ну и, разумеется, на YouTube. На сей раз интервьюерами президента были не маститые обозреватели ведущих телекомпаний, а далекие от профессиональной журналистики молодые люди, которых больше политических реалий волнуют неформальные, но и порой неожиданные темы. Так, один из вопросов был, кем Обама мечтал быть в детстве. Выяснилось, что долгое время будущий американский лидер хотел стать архитектором и играть в профессиональной баскетбольной лиге. Ведущих также заинтересовало, какие бы сверхъестественные способности хотел получить Барак Обама, будь у него возможность выбора. Ну и выяснилось, что Обама хотел бы уметь летать. На этой неделе в Гаване прошли первые за 35 лет переговоры между Кубой и США. Группа дипломатов прибыла в кубинскую столицу в среду, месяц спустя после того, как Барак Обама и президент Кубы Рауль Кастро огласили начало процесса по нормализации отношений. Подробности в репортаже Алексея Березина. Исторические переговоры на высоком уровне между США и Кубой, направленные на нормализацию отношений между странами, проходят успешно. Дипломатические отношения между Вашингтоном и Гаваной были разорваны более 50 лет назад, в 1961 году. Сейчас на повестке дня восстановление дипотношений, открытие американского посольства на Кубе и передвижение граждан между двумя странами. Одним из основных вопросов переговоров стала ситуация с правами человека на острове Свободы. Наши точки зрения по этому вопросу с кубинским правительством сильно различаются, и сегодня это было частью переговоров. Еще одним немаловажным пунктом повестки дня переговоров является смягчение экономического эмбарго, введенного США против Кубы в 1961 году. Само по себе проведение переговоров можно назвать серьезным прогрессом в отношении двух стран. Однако многие американцы кубинского происхождения не одобряют политику США в отношении Кубы, отмечая, что таким образом Америка принимает режим Кастро. Они рассчитывают на своих представителей в Конгрессе в вопросе продления санкций. На Международном экономическом форуме в Швейцарии представители российской делегации отметились важными заявлениями. Сергей? России нужно готовиться к росту безработицы. Такое заявление звучит на экономическом форуме в Давосе от первого вице-премьера России Игоря Шувалова. У меня цитата РИА Новости. «Для многих нынешняя ситуация не видится как шок, но это неправильное понимание. Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новым условиям. Ничего хорошего в существующей ситуации нет, и, думаю, она будет усугубляться». И из Давоса в Россию. Там тоже заслуживающие цитирования заявления. Так, свердловский депутат-единорос Илья Гафнер дал простой и откровенный ответ, что делать, если не хватает денег на еду. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, ну, надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например.
Белорусский рубль обвалился примерно на 40%, но, по мнению экспертов, это еще не конец. Период декабрь-январь стал для белорусов временем испытаний, причем как для простых граждан, так и для тех, кто занимается бизнесом. Сначала власти ввели 30% сбор на покупку валюты, фактически замаскировали словом «налог» слово «девальвация». Рубль по отношению к доллару и евро падал, налог сокращался, и в итоге сейчас белорусская валюта стала еще слабее. Материал наших белорусских коллег. Мелкие предназначены для выдачи сдачи. На продажу мелких нет пока что. То, что у меня есть, оно для сдачи. Черной пятницей для белорусов стал день 14 декабря 2014 года, когда курс доллара в банках рос практически ежечасно. Перестали работать банковские сайты. Население кинулось скупать валюту и товар в магазинах. Для предотвращения валютного ажиотажа Национальный банк сообщил, что отныне купить любую валюту можно только с дополнительной комиссией в 30%. Минчанин Александр не может купить евро, чтобы оплатить лечение дочки в белорусском санатории в Литве, и вынужден прибегать к услугам стихийно возникшего черного рынка. Ребенок находится в Европе, в Литве, и Литва перешла на условные единицы евро. И нужно забрать этого ребенка. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам не бегать по обменникам и не обваливать белорусский рубль. Не бегайте, как оглашенные, с этим рублем или с 10, вернее, с $1 или с 10 по обменникам, и не обменивайте их, там, российские рубли, наши рубли на валюту, не торгуйте, потому что это будет иметь последствия. Я просто к людям обращался. Ярослав Романчук, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия», считает, что Беларусь последние 3 года работает в режиме ручного валютного курса, без свободного ценообразования. Ситуацию усугубило падение российского рубля. Создана система, когда экспортерам выгодно не заводить сюда валютную выручку из-за того, что 50% необходимо продавать. Ожидание девальвации, безусловно, присутствует. Коммерческие организации работают по курсу 17-18 тысяч, когда у нас курс Нацбанка 14-15. Де-факто есть множественность курсов и разные рынки. Рынок безналичной валюты, рынок наличной валюты, серый, честный, настоящий рынок. Поэтому Национальный банк пытается что-то делать, но, к сожалению, ни Совет министров, ни Министерство финансов, никто другой ему не помогает. Время эфира из Вашингтона. На улицах американской столицы прошел многотысячный марш за жизнь. Чего требовали участники? Наташа. Сергей, демонстранты требовали запрещения абортов. Кстати, патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, выступая в Госдуме, на днях предложил запретить аборты в России. По его словам, если бы удалось 2 раза снизить количество искусственных прерываний беременности, в стране был бы устойчивый и мощный демографический рост. Но это, кажется, в США его мнение разделяют как минимум половина населения. В четверг Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, запрещающий государственное финансирование абортов. В Вашингтоне в тот же день прошел тот самый многочисленный марш за жизнь. Репортаж Александра Панова. 42-ю годовщину вынесения Верховным судом вердикта в процессе Рой против Уэйда, признающего право женщин прерывать нежелательную беременность, тысячи американцев прошли маршем от мемориала Вашингтона к зданию Верховного суда. Очень много молодежи. Подростки начали этот день с митинга на арене Verizon, где проходят хоккейные матчи команды Capitals, а болельщики молятся на Алекса Овечкина. В этот день молились о 56 миллионах потерянных жизней. Так противники абортов оценивают итоги легализации абортов в Америке. У всякой жизни есть свое начало и конец. Нам нужно соблюдать право на жизнь тех, кто был зачат. Вот мой ответ, почему я нахожусь здесь. Настало время Верховному суду пересмотреть свое решение. Все меняется в этой жизни. Все больше американцев думают, как я. Другой вопрос. Мы должны найти силы и средства, чтобы помогать матерям растить детей. Запрет на аборты или их финансирование, как и ограничение личного огнестрельного оружия – вопросы, где нет четких партийных границ. Есть консервативные и либеральные избирательные округа. Марш за жизнь собирает консервативную Америку. В нем участвуют целыми семьями, классами и церковными приходами. Меня зовут Ваня. Мы приехали, моя школа – это Hershey Christian School. Мы приехали протестовать насчет abortion, потому что мы верим, что это неправильно. И тот ребенок подарил, Господь ему дал подарок жизни, как мне и тебе.
я не имею права отобрать этот подарок, только Господь может отобрать этот подарок, не я. В день марша Палата представителей Конгресса проголосовала в поддержку законопроекта, запрещающего любое государственное финансирование абортов и отменяющее налоговые льготы тем, кто приобретает соответствующие медицинские страховки. Барак Обама в специальном заявлении осудил этот законопроект, который, цитата, «вторгается в репродуктивную свободу женщин и их доступ к медицинской помощи». Сторонники права на выбор провели свой митинг у стен Верховного суда под лозунгом «Когда аборты запрещены, женщины погибают». По статистике, смертность женщин в результате прерывания беременности за полвека снизилась 10 раз и практически ликвидирована, в то время как нелегальные аборты были причиной 17% материнских смертей. 1 из 3 американок в возрасте до 45 лет делает аборт. Эта операция должна быть частью медицинского страхования женщин. Новый законопроект нарушает права женщин. Думаю, что американские избиратели по достоинству оценят войну, которую республиканцы объявили женщинам. Особенно у женщин, членов Конгресса, поддерживающих закон, будут большие проблемы на выборах. Те, кого не было на марше, кто поддерживает решение Верховного суда, говорят, что они выступают не за аборты, а за возможность женщины самой выбирать, как распоряжаться собственным телом. Этот вопрос расколол Америку, и, может быть, только будущие поколения смогут договориться, что здесь морально и что законно. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время, Вашингтон. Из бостонского суда сообщили, что 26 января, дата, назначенная для начала слушаний по делу о теракте на финишной черте марафона в апреле 2013 года, эта дата не является реалистичной. Обвинение и защита продолжают дотошно опрашивать каждого кандидата в присяжные, которым предстоит решить судьбу Джохара Царнаева. Воспоминания подруги детства Царнаева в репортаже Фатиме Тлесовой. Во дворе дома номер 410 на улице Норфолк в Кембридже больше 10 лет звучала чеченская речь. Здесь с момента приезда в США жила семья беженцев Царнаевых. Хозяйка дома рассказывает, что дети выросли у нее на глазах, а железную арку на входе она поставила по просьбе отца семейства Анзора, как перекладину для спортивных упражнений Тамерлана. Подруга детства Джохара Царнаева Марьям Баиева вспоминает. Помню его очень умным и веселым. Помню, как мы ездили вместе в школьном автобусе. А он тогда был новенький, никто его не знал. И я всем его представляла. Это Джохар, он живет у нас дома. И потом он подружился с моими друзьями. В нескольких милях от бывшего дома Царнаевых на Бойлстон-стрит в Бостоне сегодня о трагедии 15 апреля 2013 года напоминает только самодельный памятник. Сердца на перекладине, прикрепленной к небольшому деревцу. Марьям рассказывает, что новость о причастности Джохара к теракту стала для нее шоком. Мое сердце было разбито, ощущение, что меня предали. Не знала, что и думать, столько эмоций. Было страшно, потому что я не представляла, как люди будут относиться ко мне после этого. 3 человека погибли и еще около 260 получили ранения во время 2 взрывов на финишной черте марафона, в организации которых обвиняются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Старший Тамерлан убит в перестрелке с полицией через 3 дня после взрывов. Младший Джохар арестован и теперь ежедневно присутствует в зале Федерального суда в Бостоне, где завершается процесс отбора присяжных. Здесь, в городе, говорят, что ждут от суда ответов на вопросы о том, почему братья решили ответить террором на гостеприимство американцев. Я хочу знать, почему он это сделал, почему он пошел таким путем, что ему было нужно, когда у него и так все уже было. Внимание к суду в Бостоне огромное. В среду по запросу газеты «Бостон Глоб» суд выделил еще один зал для зрителей, 4-й, потому что 3 не вмещали всех желающих лично следить за процессом. Начало слушаний намечено на понедельник, 26 января. Фатима Тлесова, Джефф Свикард, Бостон. Фильм «Левиафан» продолжает вызывать самые разные реакции, как правило, очень эмоциональные. Прага, мы снова передаем слово вам. Да, Наташ, так и есть. Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон поблагодарил Андрея Звягинцева за картину и назвал ее честным фильмом. Цитата: «Мат, на который ссылаются, к большому сожалению, стал нашей позорной действительностью. И в фильме его не больше, чем в жизни. Чего уж тут лицемерить».
Село Териберка, где Звягинцев снимал «Левиафан», после выхода картины некоторые критики стали называть своеобразной моделью всей России, а другие им возражали, говорили, Россия не такая пьющая и депрессивная. Местные жители считают фильм, в общем-то, не об их конкретном селе. Репортаж Рейтер. Село Териберка Мурманской области после выхода резонансного фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева стало объектом повышенного внимания. Именно это живописное место режиссер выбрал для съемок картины о взаимоотношениях человека и государства. Правда, время года другое. В объектив кинокамеры Звягинцева село попало осенью. С легкой руки режиссера Териберка стала в глазах многих зрителей и кинокритиков по всему миру своеобразной аллегорией России. На фоне пронзительно прекрасных пейзажей в кадре царит разруха и запустение. Жители беспрерывно пьют. И на улицах настоящего села такие люди встречаются. Больше нечем заниматься здесь. Работы нету никакой. Я бы что, так сидел, что ли, так жил. Естественно, на работе был. Сами тоже выпиваете, получается? Конечно. Да и сейчас, как говорится. Натика, полистайте. Ну, а если я не буду читать вот это, тогда что? Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. По сюжету глава города хочет отобрать у главного героя, автослесаря Николая, дом и живописный участок земли. В результате мужчина теряет все – имущество, жену и свободу. Бывший мэр Териберки считает, что негодование многих чиновников по поводу «Левиафана» вызвано слишком большим сходством вымышленных персонажей и прототипов, да и вообще на экране действительность даже приукрашена. В Териберке, вот и не только в Териберке, ведь таких поселений в России очень много. Жизнь еще хуже. Картина получила множество престижных кинематографических премий и была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. На родине она вызвала ожесточенные споры. Критики обвиняют Звягинцева в том, что он изобразил Россию в черных тонах, сгустил краски. А почитатели таланта режиссера говорят об универсальности картины и глубине образов. Самарские депутаты и общественность, возмущенные фильмом «Левиафан», попросили власти города наказать одного из актеров, цитата, «низкопробного клеветнического опуса». Свой гнев некоторые законодатели, деятели культуры и казаки Самары направили на исполнителя роли иерея Валерия Гришко, который является и главным режиссером Самарского театра драмы. Мы дозвонились до актера и режиссера. Очерняют действительность не те, кто ее отражает, а те, кто ее создает. Вот. А Звягинцев правдиво и честно показал то, что происходит вот в этом забытом Богом в деревне и районе побережья Кольского залива. Я там был, я видел все своими глазами. Да и не только там, а просто разъезжая по России, видишь, в каком ужасном состоянии находятся вот эти отдаленные, никому не нужные районы и какой беспредел со стороны местной власти. Вы смотрите «Настоящее время». Вашингтон. Эфир ваш. Суперкубок – финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, имеется в виду американский футбол. Это особое событие в жизни американцев. За матчем следит вся страна. Коммерческие компании тратят миллионы на рекламные ролики, и выступить в перерыве между второй и третьей четвертями считается большой честью. В этом году выбор пал на Кэтрин Элизабет Хадсон, более известную как Кейти Перри. О том, как певица готовится к концерту, наш сюжет. Кэти Перри привнесет в свой образ немного сексуальности специально для выступления на Суперкубке. Однако звезда не хочет, чтобы что-то отвлекло поклонников от ее музыки. В ноябре прошлого года Перри была выбрана для исполнения нескольких песен в перерыве Суперкубка, одного из самых популярных событий США. В предыдущие годы на Суперкубке выступали Бруно Марс, Бейонсе и Мадонна. Я хочу добавить немного юмора в мое выступление. Хочу сделать его ярким, игривым и смешным. И я над этим работаю. Я готовлю подборку из песен, поскольку не могу вместить их все. Выступление Перри будет длиться чуть дольше 12 минут. Лени Кравиц в числе специальных гостей. Суперкубок – это еще и одно из самых популярных телевизионных событий в США, и вокруг него часто возникают жаркие споры. Так, в 2004-м в центр внимания попал костюм Джанет Джексон. Перри надеется, что ей удастся избежать подобных инцидентов. Я хочу сделать так, чтобы все говорили исключительно о музыке и ни о чем другом. Все остальное второстепенно.
Кэти Перри не увлекается американским футболом, но она пересмотрела выступление Дайаны Росс 1995 года и отметила пару сценических решений, которые она не прочь позаимствовать. Мне понравилось, как Росс бросила микрофон и поднялась в воздух на вертолете. Это очень в моем стиле. Также мне понравилось выступление Мадонны и энергетика шоу Бейонсе. Я точно собираюсь использовать вентиляторы из шоу Бейонсе, чтобы мои волосы развивались и все такое. Веселье и несерьезность – моя визитная карточка. Так что будет весело. Суперкубок состоится 1 февраля. Ну, вообще, неделя для многих регионов была сложная, но, видимо, специально для таких дней придумали 24 января. Belly Laughter Day – День смеха до колик в животе. Его отмечают с 2006 года. До завтра у вас еще есть время вспомнить что-нибудь веселое и посмеяться от души. Во-первых, это приятно, а во-вторых, полезно. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в понедельник. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.